Вот как собака радуется. Сегодня идем на охоту. Охоту на ондатра. Вот в прошлый раз не удалось показать вот всю картину. Вот сегодня, ну сегодня уже тепло, наступила весна. Дата сегодня тоже праздничная. 8 марта. Вот из города Якутска приехал в деревню на несколько дней и решил сегодня вот показать процесс охоты на ондатра во второй раз. Не знаю сегодня удастся ли вот показать всю картину, как добыть. Там многие писали, что я вот теорию показала, практика 0. Что-то ты, друг, ходишь на охоту, а ондатра нет. Вот. Надеюсь, сегодня картина будет немного иначе. Ну, поэтому пожелайте удачи. А мы идем на охоту. Предстоит прошагать где-то километров 3-4. Вот. И дойдем до места. Вот место называется Борул. Вот озеро круглое. Вот осенью тоже видел, там очень много вот жилищ, да, вот ондатра. Вот сегодня посмотрим. Вот. Так что вот как-то так. Вот коровы возвращаются с водопоя. Помеси якутской коровы и сементарской породы. Сейчас-то им тепло, поэтому они не торопятся. Hold on! Hold on! No go! Hold on! Ка! Собака очень рад видеть меня. Он-то постоянно лежит на привязи. У конуры лежит постоянно. Вот поэтому такие моменты для него праздник. У меня сегодня топор. Одет я в валенках. Вот. Тепло сегодня. Где-то по Цельсию 15 градусов ниже нуля. Собаки встретились. Они постоянно враждуют. Смотреть. Главное, что мою собаку. О, Яков, дрова. Охсума. А то он Яков. А куй два на это. Він устадив. Устадив ними. Боролга надо ди. Охсуман. Тухонун. Він ракин габил. Bu kim eğini durdu? Hiç jalla bu haqta mi? Xantanara. İşte bir kötü göre daha bitti. Oyban köylüger? Manna bu bara. Kayhöylergin körü hacağın. Hasın gabik ki. Hasırda. Hasın tak bardı mı çok oraka? Hasırda edde var attı. Eski var attı. Hultan ka. Ka. Боится. Ка, манна, ка. Hultan. Ка. О, породистая собака. Щенок. Это восточная сибирская. Это тоже восточно-сибирская, походу. Это, походу, не знаю,
западно-сибирская, что ли. Вообще вот сразу видно, что чистая порода. А вот наши здесь помеси же. Вот вдали видно, виднеется ферма якутская. Ферма якутской коровы. Вот тоже снимал. У меня есть видео на своем канале. Здесь ссылка будет в описании. Посмотрите. Ну, многим понравилось. Ну, хочу еще сделать отдельную видео. Чтобы, говорят, вот сосед Яков рассказал, что на днях уже отелились коровы, и на данный момент 5 теленков есть. Вот. Хотелось бы посмотреть и показать вам тоже. А вот там вдали в озере пасутся якутские лошади, работая копытом. Вот, чистят снег, да, и из-под снега они кушают траву. Вот полудикие лошади, так скажем. А вот якутские коровы, для них температура 15 градусов ниже нуля. Это очень комфортная температура. Вот. Сейчас поближе тоже покажу. Вот коровам вообще не нравится собака. У них срабатывает тоже животный инстинкт. Они яростно защищают. Вот. Говорят, ну не то что говорят, я сам видел, что якутские коровы не очень сплоченные и держатся вот стаями. Вот смотрите, как они защищают, да, свою территорию от собаки. Ка-ка! Ка-ка-ка-ка! Телята маленькие совсем. Вообще маленькие, миниатюрные. Как это? Бараны, что ли? Интересно. Вот это уже взрослая ось. Ка. Смотрите на рога, у них очень заостренные, с маленьким изгибом, да? А у симментальской, правда, вот стоит на краю, они прямые. Смотрите, вот рога этой коровы. Ну, бодаются еще, играют. Есть много рассказов о якутских коровах, и если якутский бык, да, будет, ну, как бы биться с симментальской породой, то победа будет за якутским быком, потому что у них рога очень острые и ну, как бы, ну, по сравнению с симментальской, да, вот смотрите, они направлены в края, а у якутской коровы они прямые. Ну, как бы, если они будут ударять так прямо, да, они будут попадать именно там в живот, ребра. Поэтому они немножко опасные. Смотрите реакцию коров на собаку. Хакутаның да? Боишься, да? Боишься? Пойдут. Пошли. Это место называется Моситово. Здесь каждый год собирается народ. Это случается в июне, конец июня, 22 июня.
народ Саха празднует день летнего солнцестояния, Новый год по якутскому календарю. Вот весь народ из деревни собирается здесь, проводят торжество. Они, так скажем, делают всякие обряды, приносят вот верхним божествам дары всякие. Они разжигают огонь и подносят кумыс, сделанный из молока кобыл, узкой лошади. Вот. Также здесь соревнуются люди. Это мастардыгы, по-современному уже масс-рестлинг. Хапсагай — это борьба, да, и разные игры, вот, бег, прыжки на одной ноге, прыжки там на двух ногах, также конные скачки, разные есть мероприятия. Бывает очень забавно наблюдать, мне самому очень интересно и очень радостно посещать такие наши древние исконно-якутские праздники. Вот, наверное, вы помните, да? Вот это моя тропинка до сих пор, оказывается, видно. Я здесь зимой ходил на охоту на буровую дичь. Вон там есть местность, где они кормятся. Там еще очень... Вот перед выходом из дома я хотел взять с собой, ружье свое, сайгу. И отец сказал, лучше ружье не брать, потому что люди не поймут. Да и вопросы могут быть, если я выложу, да, вот видео в YouTube с ружьем. Тогда может быть вопросы у органов, почему человек в неохотничье время ходит с ружьем. Такие, вопросы от органов, я слышал, бывают. Вот. Последствия они тяжкие, вплоть до изъятия ружья и штрафов. Вот поэтому я послушался своего отца и пошел без ружья, да. Но в то же время отец говорит, сейчас волки, они находятся в брачный период волков. Они очень активные. Вот возревает вопрос, как быть деревенским, да, вот, людям в период там брачного периода волков, там, когда очень много медведей, волки вот ходят вокруг деревни. Как защищаться? У нас закон как-то двусмысленный, да? Если я буду брать ружье с собой, я буду защищаться от волков. А если закон меня запрещает, то как я буду защищаться? Топором, что ли? У нас якутские волки, вот эта собака, да, они 3 раза больше этих собак. Как эти якутские, размером как якутские коровы. Вот с ними бороться топором вообще бессмысленно. Считаю, вообще это верная смерть. Вот. Депутатам бы якутским работать над этим вопросом во благо защиты населения. Если вы согласны, поставьте лайк и пишите комментарии. Вот мое личное мнение, да, вот такое. Не знаю.
Вот мы пришли к озеру, да? Я здесь очень тоже бывал. Здесь достаточно много вот норы андатра, жилищ. И вот, смотрите, вот собака. Поведение собаки странное. Вот хаотично бегает по озеру. Это говорит о том, что здесь, ну, как бы стоит запах, да, вот прямо андатра, и он не понимает, походу, откуда идет запах. Собака-то неопытная, вот смотрите, как бегает. Вот. Надеюсь, что хоть что-то увидим сегодня. По крайней мере, вот поведение собаки очень обнадеживающее. Вот начну. Вот смотрите. Раньше вот такое поведение я никогда не видел. Чтобы он так по озеру бегал, да? Еще по своему желанию. Обычно он по дороге ходит. Собака-то не молодая уже. Вот сейчас даже очень интересно. Это огромное. Смотрите, здесь вот алюминиевая проволока лежит. Обычно такая проволока устанавливается с этим. Есть, ну, специальные ловушки для андатра, да? И вот охотники оставляют в норе. Когда андатра приходит, она попадает прямо в гнездо этой ловушки и там застревает. Вот, надеюсь, здесь, ну, по крайней мере, следов не было. Может быть, оставили, да, и забыли. Ну, сейчас посмотрим еще. Я такие норы мало видел. По крайней мере, последний год. Это прям вилла. Вообще, здесь очень достаточно большая камера. Ну, как бы комната, да, для, ну, как бы для отдыха. И несколько вот туннелей здесь. Будем смотреть, наблюдать. Здесь нету вот это, по-якутски называется ту. По-русски не знаю, как это назвать. Корчага, что ли? Корчага, да, точно. Обычно останавливают корчагу. Но здесь его нету. Это просто андатра вот используют как строительный материал. Вот и мы пришли к местности. Я уже подготовил одну нору. Это, так скажем,
бугулуя, как будет по-русски. Ну, нора, сделанная из травы, водорослей и так далее, из дерева. Фух. Поблизости очень много норы. Сейчас попробуем после чаепития тоже там посмотреть. Похожу. Если к нам дедушка Эхекен будет благосклонен, то мы обязательно увидим хотя бы одну андатру. Это было бы на самом деле отлично, потому что я сегодня охочусь один. Собака, ну как бы, делает вид, что охотится, но на самом деле вообще толку от него нету. Открыл еще одну нору, земляная нора. Здесь все замерзло. Вот пути, вот все проверил, да? Они еще замерзшие. Здесь несколько камер. Вот здесь еще. Это большая нора, земляная. Вот там тоже проверил норы, да? Они все замерзшие. И вот в одной норе вот здесь нашел андатру. Детеныш, видно, размер не такой большой. И она умерла естественно. Вот. Она как лед сейчас. Никаких ран не вижу. Получается, они летом летом они плодятся, да, беспрерывно. Их становится очень много. И зимой они из-за нехватки еды начинают вымирать. И вот доказательством этого вот является вот замерзшая андатра. Я вот тоже раньше видел таких умерших андатр очень много бывает. Игнда. Надеюсь, собака сейчас решит вопрос. Все. Сейчас где-то сколько время? 3 часа почти. Солнышко светит. Я уже разрушил 1, 2, 3, 4, 5, где-то больше 10 нор. Большинство из них необитаемые, замерзшие. Что-то я уже засомневался, что вижу сегодня андатру. Но тем не менее я одну уже мертвую андатру нашел. Собака походу уже съела. Одному тяжко, конечно, потому что вообще кругом очень много норы, очень много. Поэтому одному человеку справиться с таким большим количеством нор, это не представляется возможным. Тем не менее, главное, чтобы сегодня вышел на природу, почувствовал гармонию, чуть-чуть успокоился. Вот в связи с последними событиями вот очень много негативной информации, избыток. Открываешь интернет везде, читаешь и загружаешься сам. Из-за этого стресс повышается. Вот. Тем не менее, сегодня отличная погода. Главное не вот то, что ты добываешь, да? Там. Ну, это, конечно, тоже приятно, но я считаю, что охота — это единение с природой и общение с природой. Казалось бы, ранняя весна, да? Но уже солнышко уже греет сильно. И вот снег, да? Который вот прилипла к валенке, она начинает таять. И вот уже образовался лед. Вот смотрите. Находиться вот в такой погоде, греться на солнышке вообще, это отдельная история, это кайф. Вот уже сижу где-то минут 10 и просто наслаждаюсь нахождением вот именно здесь и сейчас в природе.